Итак, ассаламу алейкум, хайрлы киш, кадрлы дуслар, милләттәшләр, кардәшләр. Добрый вечер, дорогие друзья, соплеменники, соотечественники и все те, кто сочувствует нашей борьбе, примыкает к ней или, по крайней мере, имеет такое важное намерение сокрушить империю и обрести нашу с вами свободу. Сегодня мы вновь с уважаемым Булатом Сайфутдиновым, с моим коллегой и соратником по нашей борьбе. Булат, ассаламу алейкум, хайрлы киш. Валейкум ассалам, ва рахматуллахи ва баракатуху, Руслан бей. Хайрлы кич, кадерлі кардашлярыбыз. Здравствуйте, добрый вечер, да, все наши слушатели, подписчики. Призываю вас подписываться на канал, на YouTube-канал Татполит, на Telegram-канал Татполит. Это очень важно для того, чтобы русская нацистская пропаганда не промывала, не брейнвошила мозги нашим соплеменникам, чтобы мы были на стороне правды. И Путин, держащийся на нашей крови и промывке мозгов народов, как можно скорее сгинул в бездну небытия. Иншаллах, как говорится, иншаллах, Алла берса, накшулай булашак тагын. Итак, Булатбей, мы с тобой в прошлый раз затронули очень важные компоненты и татарстанской политики, и в целом состояния, политического состояния, прежде всего, татарской нации. Я предлагаю сегодня продолжить эти рассуждения, потому как они важны для анализа и, собственно, деконструкции того, что происходит. Ну и еще более важно, чтобы не только деконструировать, но и выстроить нечто новое, потому что без полноценной концепции, вчера у нас была беседа с Гелой Васадзе, тоже с нашим другом, историком, журналистом, он учился на истфаке Казанского госуниверситета и защитил диссертацию по истории татарского народа, поэтому очень хорошо нашу ситуацию знает и участвовал в политической и общественной жизни Татарстана. И мы сошлись на чем? На том, что нам необходима концепция. То есть без концепции, говорит он, двигаться, все равно, что, условно говоря, пытаться построить завод, да, не имея чертежей, не имея плана, просто собрать людей, давайте построим. Представляем, что из этого может получиться. Но как бы там ни было, также он высказал интересную мысль относительно республик. Он говорит, Россия, вопрос идет не о развале России, вопрос идет о обретении, вернее, об том, что республики, народы забирают свое, то, что им принадлежит, просто-напросто. То есть нас представляют как людей каких-то страшных, оголтелых, которые там хотят что-то разрушить, захватить чужое. И вот вы, дескать, люди, которые выступаете за кровь, агрессию, вместо того, чтобы мирно жить. Это очень странно слышать от тех людей, которые защищают политику Московии, которая на протяжении столетий занималась вопросами геноцида, войны, агрессии, уничтожения культур, притеснения целых народов, чем она занимается и сейчас. Но это вот такое введение, такой вот небольшой, может, пространный экскурс. Но все-таки главная тема, которую мы с тобой определили, насколько Татарстан сейчас находится в объятиях Москвы. Насколько он, по сути своей, продался или же, значит, отчасти ушел под влияние Москвы. Можем ли мы определить эту конфигурацию? Можем ли мы сказать, что вот есть некие свободные островки, и не все потеряно, раз есть республика, хотя бы номинально, то мы ее сможем восстановить и сделать процедуру дезинтеграции и, соответственно, возвращения суверенного статуса. Да, Руслан бей, я вчера смотрел ваш разговор с Гелой Васадзе, очень интересный, концептуальный разговор. Разделяю позиции обоих собеседников.
Что касается субъектности, да, Татарстана на сегодняшний Да. день, так скажем, и насколько он продался Москве и центральной власти, ну, понятно, проблема такая, многоуровневая, да. Если начать говорить о власти, нынешней татарстанской власти, то, мне кажется, нет сомнений в том, что она абсолютно встроена в путинскую структуру власти, вертикаль власти. И также те татары, так скажем, татарские управленцы, которые сидят в Казани, либо которые были повышены, получили повышение и работают теперь в федеральной власти в Москве, такие как, например, вице-премьер Марат Хуснуллин. Я помню, даже было как-то обсуждение, где говорили, что, возможно, он будет следующим руководителем республики. Ну, по большому счету, вот, на мой взгляд, никакой роли, никакой разницы нет, кто будет. Миниханов, Хуснуллин или еще кто-то там, Медшин, так как все они абсолютно, между ними и условным Воробьевым нет никакой разницы, на мой взгляд. Они встроены в систему, замазаны в украинской войне, в Елабуге собирают дроны, так скажем, для того, чтобы бомбить мирных украинцев. Они абсолютно не представляют волю татарского народа и, по большому счету, в этом отношении не являются властью татар. Они генерал-губернаторы, так скажем, поощряют манкуртизацию и не выражают воли татарского народа. В этом плане меня удивляют комментарии, когда вот некоторые наши соплеменники говорят о том, что лучше такая власть, чем придет, например, там русский гауляйтер, да, из Москвы будет назначен, и тогда будет еще хуже. Ну, здесь, мне кажется, нужно руководствоваться уже только одним принципом, когда наша суверенность, наша республика, наша нация в целом находится в нижней точке, в минимуме, нужно руководствоваться принципом, чем хуже, тем лучше. Мы видим на примере Башкортостана, где власть еще хуже, по большому счету, местная власть еще хуже, чем в Татарстане, но вот это вот, скажем так, отсутствие иллюзий у населения по отношению к тому, кто есть глава Башкортостана, по большому счету способствовало повышению пассионарности башкирского народа. Или, так скажем, народа, проживающего на территории современного Башкортостана. Это, как мы знаем, кроме башкиры, те же татары. Поэтому, естественно, шансы есть, мы сейчас об этом поговорим, иначе бы мы об этом не разговаривали, мы в это верим, мы этим живем, так скажем. Но нужно признать, что на сегодняшний день в этой путинской вертикали мы находимся в наиглубокой яме, так скажем, в плане всех, в плане самостоятельности, суверенности, самосознания и так далее. Островки, естественно, есть. В этом плане, кстати, даже нужно сказать, что татары, находящиеся в той же России, но живущие за пределами республики, мне кажется, имеют большее число степеней свободы, нежели татары, живущие в самом Башкортостане, Татарстане, прошу прощения, в самом Татарстане. Естественно, сейчас в условиях войны России против Украины у них тоже не сладкие времена, так как их могут мобилизовать, отправить на войну или судить по любому из принятых репрессивных законов, но тем не менее порой они даже, может быть, находятся в лучшем состоянии, чем под меньшим, скажем так, глазом, надзором большого брата, нежели наши соплеменники, живущие внутри республики. Ну и, естественно, татары, находящиеся за пределами России. Я не говорю о тех, кто бежал от зверств русского режима столетия назад, несколько столетий назад. Они, в принципе, уже во многом, естественно, ассимилировались. Я говорю о новой, скажем так, волне миграции. Они, естественно, тоже представляют нашу нацию и могут сделать очень многое для ее,
скажем так, для того, чтобы выйти из этого столь плачевного состояния на сегодняшний день, в котором мы находимся. Вот как-то, наверное, так. При Спасибо. этом, Вот, да. если можно, да, я вот тут одну вещь только скажу, если одну вещь только добавлю. Мы тут как бы вот в связи с последними событиями, да, не должны абсолютно наши татары, татарстанцы не должны себя питать напрасными надеждами, что сейчас американский президент поговорит со всеми, наступит мир в войне в Украине, против Украины, и мы вернемся к прошлой жизни, так скажем, беззаботным нам нулевым, десятым, я не знаю еще каким, для кого какие годы были беззаботными, да, никакого возврата не будет. Есть такое понятие в науке гистерезис, и в физике, и в химии, то есть когда система, например, прошла из точки А в точку Б, так скажем, но из точки Б в точку А, то есть обратно она уже не может вернуться по этой же траектории. Все, то есть это необратимый, так скажем, процесс произошел. Сейчас произошел необратимый процесс. Если даже эта война заморозится, будет мир там. Я, во-первых, не верю, что будет устойчивый мир. Возможно, там они достигнут каких-то мирных соглашений. Но эксперты пишут о чем, дорогие слушатели, подписчики, Руслан Бей, ко всем обращаюсь. То, что по большому счету Россия в течение 5 лет может подготовиться, мы об этом и в прошлый раз говорили, к полномасштабной войне с Европой. И нашим соплеменникам нельзя находиться в этом сне, ищущим комфорта, состояние комфорта, потому что если через 5 лет Россия вступит в конфронтацию с Европой, с НАТО, со странами Балтии, то этих татар, о чем мы говорили на прошлом стриме, башкир, чеченцев и так далее, других наших братьев, колонизированные русским миром народы России, коренные народы, причем России, погонят на эту войну. Если мы не обретем какую-то субъектности, участь наша будет плачевна. Поэтому мы должны вот сейчас, когда мир находится в таком состоянии, когда все изменяется, мы должны на этом работать вдвойне-тройне, а не находиться в том состоянии, в котором мы находимся, в спящем состоянии комфорта. Потому что этот комфорт закончится быстро, неожиданно и катастрофически, если не подготовиться к худшему варианту. Я за такую как бы пространную свою речь прошу прощения, но сейчас, надеюсь, мы разовьем наш разговор, Руслан Бей. Да, спасибо, Булат. Есть ряд соображений. Во-первых, относительно степени свободы в Татарстане. Это оценка, которую я слышал не раз от тех татар, которые приезжали в Татарстан. И они фиксировали, что, ну, со стороны это виднее, как говорится, да, у местных татар какая-то скованность. Об этом я-то давно говорил, писал, что в Татарстане мы находились под двойной вертикалью. Двойная вертикаль. Местная и, собственно, путинская. И как-то на одном из мероприятий, в общем, я делал доклад, там такой круглый стол был научный, где сказал, что вот Путин фактически скопировал с Шаймиева идею вертикали власти. Потом мне позвонил, значит, руководитель секретариата Шаймиева, сказал: Владимир Шарипович, так понравилось это ваше высказывание. Я-то имел в виду с негативным, а они как бы вот очень возбудились, что, значит, сравнили с Путиным. Он говорит, и он даже Путину об этом сказал. Владимир Владимирович, это значит Безнаке, вот наша вертикаль, понимаешь? То есть вот на уровне наших элит не было понимания, что такое подлинная свобода. Честно. И от этого очень многие беды произошли. Потому что эти люди, может быть, как бы они и не со злого умысла. Натура такая. Ну, вот они выросли в коммунистической модели. Да, вот по партийной линии двигались. Они бы другого восприятия-то и не знали.
Вот если бы действительно, ну, с тобой обсуждали в прошлый раз, ты уроженец Нурлата, там стоял вообще просто такой самодур во главе района, который избивал людей, подчиненных, насиловал женщин. Вот, ему ничего за это не было. Вот, чувствовал себя абсолютным вот хан такой, мини-хан, маленький хан на отдельно взятой территории. Благо, что территория богатая, нефтеносная, район, и он мог себе позволять то, что он позволял. Теперь эти люди, воспользовавшись плодами, в том числе суверенитета, как сказал Шамиев на одном из совещаний своим подчиненным, обогащайтесь. Вот пока возможность есть, давайте не Тегистан. Жиегас, мал жиегас, завша жиегас. Вот. И все. Теперь люди, которые искренне пошли в революцию, в национальную революцию, в эти демократические свободы, увидели. И многие стали разочаровываться, остались только наиболее стойкие. А люди, как бы, к сожалению, споткнулись о предательство элит. Это вот я говорю, вот это первый уровень предательства. Потом они постепенно в торговле с Москвой, в политической торговле с Москвой и остальное продавали. И вот как мы с тобой до еще эфира говорили, как можно продать хвост кошки? Можно весь продать, а можно, как говорят, знаешь, рубить маленькими кусочками, продавать, да? Вот они делали именно так, не сразу продали, бесспорно, потому что у них вот здесь жилка вот эта вот очень хорошо работает, необходимая. И вот эта вот модель, при которой, например, Татарстан мог бы быть опорой татар, которые живут за пределами Татарстана, а таких почти 75% за пределами Татарстана живут, а, собственно, диаспора и те, кто живут там в России, да, но они не диаспора, но как общинные татары, могли опереться на Татарстан политически. Но в конечном итоге не получилось ни того, ни другого. Потому что, конечно, устраивают многочисленные праздники, форумы, и там по 1000 человек собирают. Но вот я лично организовывал их и как бы вот был в сердце всего этого. Я знаю, что на форум имамов приезжает один и тот же человек. На Всероссийский форум татарских бизнесменов приезжает тот же самый человек. Всемирный форум татарской молодежи может приехать тот же самый человек. Благо, что он на Всемирный женский татарский конгресс не приезжает, хотя и такие. Да. Да. Вот. Это называется партхозактив. И он же был сформирован. И это не проблема, дорогой брат, вот этих тех людей, делегатов, которых призывали. Они просто завороженно смотрели на Татарстан. Вот они вошли в эту обойму, и нормально. Сколько приходилось бороться за то, чтобы нормальные люди, которые, вернее, у себя на местах, там, условно, во Владимирской области, там, где-нибудь в Тюмени, боролись, чтобы их включили в этот состав. Да? Это тоже вот большая работа была. Но как бы это мы уходим в частности. Но в любом случае произошла, на мой взгляд, важная вещь, которую мы до конца не осмыслили. Что такое предательство элит? Предательство элит вот есть внешнее, а есть еще внутреннее. Давай вот посмотрим. Наши элиты, которые звали людей и на баррикады, и давайте там Мустакиллек, Нитабез, да, Ирлан Нитабез и все остальное. Дальше вот те люди, которые пошли, остались ни с чем. Кто-то сидит, кто-то в изгнании, кто-то в нищете. А все эти люди, они живут достаточно хорошо. Миллиардеры, была дорогой, миллиардеры. В Татарстане 4 долларовых официальных миллиардера. Сейчас вот возьмем с тобой, вот ты человек ученый, да? Вот скажи, пожалуйста, много средств надо сейчас, чтобы открыть вот даже виртуальный татарский университет? Ну вот из этих миллиардов, которые выкачаны из недр республики же, вот можно было, и предлагали, и такие проекты были. Да? Вот сейчас, ну вот самое время. Но нет. Да. Руслан Бей,
Дорогой брат, я что хочу сказать? Я тоже хочу пойти путем не дедукции, а индукции, то есть от некоторых частностей перейти к общему, Да. если позволишь. Скажем так, у меня тоже вот большая часть жизни, я, конечно, большую часть жизни родился я в Самаре, но прожил я в Нурлате, в Татарстане какое-то время, 10 лет я прожил там. И у меня есть, скажем так, с чем сравнить. То есть я жил в Татарстане, причем не в столице, не в Казани, в маленьком городке, так скажем. Я жил в Самаре, в миллионнике и в Москве. Мгм. И что я вот хочу сказать. Например, в начале нулевых даже, в конце 90-х, в середине 90-х, в начале нулевых Самара была очень либеральным, таким свободным городом. То есть там было невозможно представить вот ту, скажем так, деспотию даже в какой-то мере, которая была уже на тот момент в Татарстане. Я очень хорошо помню, я был школьником, студентом в Самаре, там, ну, был дух свободы действительно. Потом, после того, Там же как этот губернатор был, извини, как его? Титов, да. Титов очень либеральный считался, как бы наследник Ельцина, да. Он даже входил в Союз правых сил, да, но в Да. 2000 году он баллотировался, решил выставить свою кандидатуру в президенты России на выборах 2000 года, набрал там 0,5% или 2%, а после этого кремлевский крысеныш его задушил. Ну ладно бы он его задушил, он задушил всю Самарскую область. Самару превратили, так скажем, ну, душили, вот на моих глазах просто произошло удушение Самары, всей Самарской области. Но тем не менее, просто вот к твоим словам, что действительно в Татарстане всегда был двойной гнет. Гнет Москвы и гнет региональных элит. Например, в те же там 90-е или нулевые годы в Самаре это не чувствовалось. То есть было такое прям ощущение, что ты живешь в какой-то демократической, скажем так, среде. Потом, конечно, все это испарилось. По поводу того, что все продали татарстанские элиты, которые звали людей на баррикады там, и так далее и тому подобное. Ну, у него не всегда не дает покоя, так скажем, дело Азата Мифтахова, математика, аспиранта МГУ, да, то есть очень такой светлый человек, скажем так, грамотный, большим потенциалом. То есть человека просто так закатали, всю ему судьбу сломали, так скажем. Он татарин, всем известно, кто он по национальности там и прочее, прочее. Но мы слышали, например, от хоть раз там от какого-то татарского омбудсмена, я не знаю, депутата, может, если даже там президенту, допустим, Татарстана это запрещено говорить, хоть слово поддержки в адрес соплеменника, так скажем, математика Азата Мифтаховой. Причем ведь это не какой-то маргинал, который там, я не знаю, с бутылкой сидит на скамейке и поносит власть. Это, скажем так, будущее, он мог бы быть будущей элитой, так скажем, будущей элитой нашего народа, но этой псевдоэлите, татарстанской псевдоэлите абсолютно наплевать. То есть все равно на этого соплеменника. Это к вопросу о том, является ли эта татарстанская власть хоть на 1%, хоть на каплю, да, народной властью, так скажем. Я более чем убежден, это гауляйтеры, это региональная оккупационная власть, генерал-губернаторы. Это ни в коем мере не татарская власть. Естественно, она все продала. Или недавно была новость о том, что Кашин, так называемый либеральный, да, но право-либеральный Какашин. журналист Какашин, который живет в Лондоне, открыто обращается к федеральной власти, к Москве, говорит, вы должны нажать на татар, поднажать их, и даже, какое он слово, Руслан? Он сказал мочить. Мочить татар. То есть Путин мочил всех в сортире, Да. скажем так, говорил, надо чеченцев мочить в сортире. Иншаллах, когда-нибудь, надеюсь, его самого в сортире замочат, выражаясь его же лексикой. Теперь Кашин говорит, обращается к федеральной власти, говорит, что нужно мочить татар, и при этом мы слышим хоть какую-то реакцию со стороны татарстанских властей? Никакой абсолютно. Ну, какая же это власть? Это просто проданные люди, проданные насквозь, для которых
кроме как денег ничего нет. И главное, что самое интересное, они эти деньги не смогут конвертировать во власть, даже когда такая возможность появится, потому что у них нет ни концепции, ни стратегии, ни дальнего видения, так скажем. Эти деньги, я не знаю, какую пользу они им принесут. Либо они их проедят, либо у них их отберут, но у них нет потенциала для конвертации этих денег, этого материального ресурса во властный ресурс, на мой взгляд. Плюс вот у меня всегда как бы вот тоже засело в голове, бывают такие вот моменты, Руслан Бей, дорогие слушатели, когда что тут происходит, и это никогда уже не вымоешь в голове, где-то из головы, это остается в каких-то, да, глубинных пластах психики. Когда был в России в 2018 году чемпионат мира по футболу, помню, Минниханов участвовал в каком-то собрании с участием под председательством Путина и говорит о том, что я, говорит, Владимир Владимирович, беспокоюсь, говорит, о этих болельщиках, чтобы у них был доступ к пиву на стадионах. Пиво, да. Путин так с ухмылкой такой, с очень такой пренебрежительной ухмылкой на него смотрит, на Минниханова, и говорит, как бы, вы вроде не беспокойтесь там о пиве, о болельщиках, да. То есть этот Минниханов, он беспокоится о наличии пива у болельщиков на чемпионате мира, но при этом не беспокоится ни на 1% о чести, достоинстве, свободе, духовных ценностях, так скажем, своей нации, своего народа, который он якобы представляет. Хотя, я не знаю, может, даже в голове у него нет такого, скажем так, такого положения, что он представляет этот татарский народ, так скажем. Не знаю. Поэтому, что я хочу сказать, как бы тоже, вот, чтобы развить эту тему. Эти люди абсолютно не пассионарны. И вот ты правильно говоришь о том, что, скорее всего, у них в голове даже нет вот этих мыслей о том, что они что-то делают неправильно. Они действительно выпускники, скажем так, колхозов, коммунистического режима, и для них вот заработать деньги – это максимальный, скажем так, максимум, на который у них работает их разум. Но ситуация может не поменяться к лучшему, если, дорогие слушатели, надеются на то, что там война закончится, путинский режим падет, потому что недавно я вот, например, и придут либералы, и дадут заново какие-то вольности, да, Татарстану. Я думаю, этого ожидать не стоит, никто ничего не даст, нужно бороться за свои права, потому что недавно я вот смотрел, тоже видел высказывание бывшего депутата Госдумы, бывшего чекиста тоже, который, как говорит, очень любил молодого Путина, но потом понял, что он зло. Я имею в виду Гудкова-старшего. И вот он так пренебрежительно говорит, вот эти вот, говорит, какие-то там националы, какие-то деколонизаторы там носятся по Европе и что-то там предлагают, но мы же, говорит, понимаем, что никакого запроса среди нерусских национальностей на свободу в России нет, говорит. Мы же прекрасно это понимаем. Откуда он знает, сидя в Восточной Европе, есть у этих наций запрос на свободу или нет? Это он просто постулирует, желаемое выдает за действительное, скажем так. И даже не пытается, скажем так, рефлексировать над этим своим высказыванием. И поэтому, если эти люди придут к власти, ничего они не дадут ни Татарстану, ни Башкортостану, то никому, пока мы сами не будем бороться за себя, за свою свободу, чтобы не быть, я всегда это повторяю, да, эти тривиальные вещи, но тем не менее люди же не верят, люди не верили в то, что начнется украинская война. Люди ни во что никогда не верят, они думают, что всегда будут ездить 8 часов, садиться в автобус, ехать на работу, в 5 часов ехать обратно. И всегда будет все то же самое продолжаться, дети будут ходить в школу, там жена варить борщ и прочее, прочее, прочее. Они не думают, они никогда не ждут, что катастрофа может прийти к ним. Я не призываю людей там
стать психами, да, и носителями катастрофического сознания, но тем не менее отрицать имеющиеся закономерности и тренды в высшей степени глупо. То, что Россия вышла на путь конфронтации со всем миром, это ясно. И украинская война на этом не будет, скажем так, конца. Будет конфронтация с Европой, с Западом. И тогда эти власти поголовно погонят наши народы на убой. Вот, скажем так, вот так вот. К сожалению, тут писали, что Азат Мифтахов вряд ли уже татар, по крайней мере, я не слышал, чтобы он себя так заявлял. Ничего подобного, потому что я знал его деда, Мерхум Федзаман Баттал, который был активистом национального татарского движения, прекрасным сатириком, поэтом, и он его воспитывал, сам Азат это рассказывал. Более того, по отцовской линии у него, его отец, он, значит, из соседней маминой деревни, они нам непрямые родственники, Азат Мифтахов. И, собственно говоря, Азат – это светлая голова по-настоящему. Его признают во всем мире как математика. Ну, вот, Булат сам ученый с именем и знает, что в точных науках признание такого рода это, ну, дорогого стоит, что называется. Я Теперь, да, пожалуйста. прошу прощения за то, что перебил, Руслан Бей. Просто очень важно, если ты тоже как бы остановился на фигуре Азата Мифтахова, сказать о нем пару слов. Ведь он был аспирантом Московского университета имени Ломоносова, первого вуза в страны, да, российской страны, российского государства. Он был аспирантом механико-математического факультета, то есть он математик действительно с, скажем так, с неординарными способностями. То есть у него были научные публикации. Более того, математики со всего мира, очень именитые математики, известные математики, то есть это, скажем так, ученые уровня лауреатов Нобелевской премии, писали письмо в защиту Азата Мифтахова российским властям с требованием прекратить его преследование и освободить его. По большому счету, что он сделал? То есть там был только оговор, скорее всего. Говорили, что он якобы поджег офис «Единой России», будь она неладна, да? Да. Но, скорее всего, он и этого не делал. То есть его оговорили, там какие-то там купленные свидетели там и прочее, и человека укатали там на годы в тюрьму, на годы. А теперь потом ему, по-моему, год назад или 2 года назад ему пришили какую-то новую статью, уже какой-то там его сокамерник настучал на него. Настучал на него в тюремную администрацию. Шьют ему новое дело. Но мы должны понять, что эта русская власть, она ненавидит умных людей. Она ненавидит умных людей. Я говорю это как человек, который больше 15 лет проработал в российских университетах, в Академии наук. Эта власть ненавидит умных людей. Неважно, кто они, татары, башкиры, русские, евреи, украинцы и так далее и тому подобное. Есть такой известный, я бы сказал, химик-биохимик, российского происхождения, Кабанов, по-моему, его фамилия, сейчас я могу путать, он около 30 с лишним лет работает и живет в Соединенных Штатах Америки. То есть он ученый с мировым именем, он член-корреспондент при этом Российской Академии Наук. Я так понимаю, после развала Союза он уехал в Штаты и построил там успешную научную карьеру. Так вот, он в 10-е годы выиграл мегагрант правительства России, когда была такая программа, именитых зарубежных ученых привозили в Россию, давали им большие деньги на развитие лабораторий в России, так скажем. То есть делали некие витрины для того, чтобы показать, что якобы вот у нас тоже есть наука, у нас там развивается что-то и так далее. И вот этот член-корреспондент, известнейший химик-биохимик Кабанов был одним из тех, кто там на несколько месяцев в году приезжал из Соединенных Штатов в Россию для развития вот этой своей лаборатории в России, так скажем, на грант правительства России. И вот потом уже, после начала российско-украинской войны, он писал у себя в Фейсбуке, что он присутствовал на одной из встреч, которой председательствовал президент Путин,
И он говорит, что более ничтожного и ненавидящего интеллект, ум, светлого человека я, говорит, не встречал в своей жизни. Это, говорит, уровень, я сейчас, к сожалению, не могу его процитировать вот прям слово в слово, но смысл я излагаю, надеюсь, без искажений. Он говорит, это вот его уровень вот этого мелкого такого пакостного мента, скажем так, который дорвался до того, чтобы руководить академией, учеными, там, интеллектуалами и так далее. И, естественно, он их ненавидит, потому что в их окружении он себя чувствует ничтожным. Это было даже, вот, кстати, до Кабанова. Я много раз наблюдал, что, например, когда он разговаривает там с футболистами, на встрече с футболистами, он себя ведет даже чисто визуально более уверенно. То есть он чувствует себя, видимо, на фоне футболистов, так скажем, более интеллектуальным. Но когда он встречается с учеными, он действительно, в ненависть в его лице и в его глазах вот просто сквозит. Я как человек, вот я не знаю, с какой-то, мне кажется, развитой интуицией, да, я это видел всегда. И Кабанов, вот этот академик, известнейший ученый, он подтвердил просто. Я вот просто, когда прочитал его пост в Фейсбуке, я понял, что да, вот он мои же мысли выразил просто, как говорится, в словах. И вот что я хочу сказать насчет Азата Мифтахова. Никакие письма, никаких международных ученых, математиков мировых с мировым именем, естественно, российские власти и на эти письма до фонаря, они просто ненавидят интеллект, так скажем, умных людей. А татарстанские власти, так скажем, омбудсмены там и так далее, не осталось же никаких ни правозащитников, никого, некому просто вступиться за этого человека. И так будет с любым татарином, который пойдет, получается, против этой империи, если у нас не будет какой-то нашей исконной земли, причем мы ни у кого ничего не просим, у нас есть своя исконная территория, своя исконная земля, пока у нас не будет своей субъектности, суверенности, своей власти, которая выражает нашу волю, так скажем, так будет с любым человеком. Если нашу нацию устраивают такие перспективы, но тогда я, как говорится, мне даже, я не знаю... Умывай руки, как сказал Понтий Пилат. Да, я хотел сказать умывай руки, но почему-то я сдержался, да. Ну, вот смотри, Булатбей, когда ты говоришь про Академию наук, здесь, наверное, мы можем обратить внимание на то, что происходит в Татарстане. По-моему, в прошлый раз об этом говорили, но ничего страшного. Во главе Академии наук Татарстана сейчас стоит старший брат Рустама Минниханова, Рифкат Минниханов. Я знаю не понаслышке, тамошние люди как бы говорят, накладывают, скажем так, хотя слово очень казенное и некрасивое, делятся. Значит, этот человек пришел. Он мент, вот он классический мент. Он возглавлял ГАИ по Татарстану. И он сразу пришел, расставил акценты. Сказал, что какой херней занимаетесь, ребята. Значит, создали теперь они хор в Академии наук. Каждую неделю ходит на лыжи, потому что, он там поборник здорового образа жизни. Это, как говорится, ладно. Но он этих людей сейчас загоняет, буквально, сдавать нормы ГТО. И вот эти вот старики, старушки, бедолаги, значит, вот собирая свои кости в кучу, вот выходит на эти мероприятия, больше его ничего не волнует. Естественно, гуманитарная отрасль для него это вообще что-то. А что дает гуманитарка? Вот по его представлению. Ничего не дает. Акшаки треми. А тут, что надо? Нефть, вот там какие-то нанотехнологии, это. И говорит, давай, вот этим занимаемся. Но, исходя из этого понимания, вся гуманитарная наука, она дефолтно, она не может приносить деньги. Когда говорят, что вот есть оптимизация, значит, школу надо оптимизировать. А как школа может тебе приносить доход? Что за идиотизм? Как учитель может тебе приносить доход? Как историк, социолог может тебе приносить доход? Это не его задача. Но вот эти вот люди, которые, ладно, руководили своими ментами там и дальше бы руководили. Когда их поставили во главе
Академия наук Республики Татарстан, дорогие друзья, это все-таки одно из завоеваний суверенитета. Его создавал и вот возглавил, значит, Мансур Хасанович Хасанов, светлая голова, академик, очень такой серьезный ученый, филолог. И подразумевалось, что Академия наук Татарстана будет концентрироваться на гуманитарных знаниях, ну или на социогуманитарных, да. Да, там есть и точные науки, и то, что называется естественно-научный корпус, но он как бы вот не главный. Все-таки главное для Татарстана было создание собственной научно-гуманитарной базы. Теперь надобности же в этом нет. И, соответственно, поставили человека, до этого там был бывший ректор КФУ Салахов Магзум Халимович, я с ним работал в университете, очень порядочный человек. Он тоже физик. Убрали, поставили вот. И как ты говоришь, верно абсолютно. Там сидит Путин, который презирает ученых. Он еще и комплексует перед ними, да, то есть сидят люди, которые умнее, честнее, благороднее его. Конечно, он себя чувствует вот как гнилая картошка в дырявом ведре. Здесь пошли тем же самым путем. А что, вот Путин же как бы вертикаль, у нас вертикаль. Здесь так и здесь сяк. Понимаешь, мы, к сожалению, превратились в копию. Вот в Татарстане очень любили копировать, вот как в России. Вот у них там, да, хотя восприятие все-таки есть, что не наше. Ну давайте, вот они делают, и мы что-то делаем. То есть мы вот тоже маленькое такое государство свое, но это государство приватизировано оказалось. Приватизировано оказалось группой лиц. И республика, которая переводится как Республик, дело общее, Джумхурият тоже общее переводится с арабского. Оно не стало общим делом, оно стало узкокорпоративным делом товарищей. Теперь посмотрим, дорогие друзья. У Татарстана были все возможности. То есть в Татарстане есть там громадные прямо корпорации, типа Татмедиа, Министерство правды. Получает под миллиард денег. Нигде в России такого нет. То есть можно было на эти деньги, они там поддерживают все, что можно, все, что нельзя, на пиар Татарстана. Пиар Татарстана вылился в то, что мы сейчас на втором месте по количеству убитых в войне против Украины. Вот распиарились до такой степени, что язык не отстояли, школы не отстояли, людей убивают наших, зато мы там, знаешь, везде сверкаем. Вот это вот ханство, оно привело к деградации самого принципа республики. Поэтому я-то считаю, что нам необходимо пересобрать республику. Новая концепция нужна. Поэтому вот я и там выдвигал эту идею двух республик, то есть Татарстан как статичный субъект, и мы как диаспора, как новая диаспора, или как люди, которые находятся в изгнании, в хиджрат, мы динамичный Татарстан. И, собственно, мы сейчас должны забирать у этого Татарстана те полномочия политические, которыми он не может обладать вследствие того, что он захвачен, и вследствие того, что там люди, которые сидят во главе Татарстана, они уже не могут представлять татарский народ. Как ты верно сказал, они фактически становятся гауляйтерами, потому что они проводят политику Москвы. Вот тот, кто проводит политику враждебного тебе региона, государства, группы лиц, это ставленник и гауляйтер. У него может быть там прям 1000% татарская фамилия родословная. Что это меняет? Это даже хуже, потому что, как известно, даже и по Сунь-Зы явный враг это очень хорошо. А когда враг внутри твоего сообщества и прикрывающийся другом, вот это самое опасное, потому что в любой момент он может тебя тот самый или калыш, или пыщак, или, как говорят мишарляр, пытяк воткнуть. Так что вот вопрос ставится, опять мы адресуем наших дорогих уважаемых зрителей к нашему предыдущему с Булатбеем эфиру относительно того, что такое элита и какими должны быть татарские элиты. Теперь сама идея. Вот мы имеем
2000-летнюю историю, ну, стату, да, Даулетчилик. Государство не люблю слово, оно как бы абсолютно вот здесь нерелевантно, политических проектов, начиная от Сюну, потом тюркские каганаты, великие тюркские каганаты, потом держава Чингиза, потом Алтын-Орда, потом развалившаяся Алтын-Орда, множество ханств. Ну, вот это непрерывная же история. Да. И даже несмотря на падение Казанского и остальных ханств, там, в середине 16 века, ну и до середины 18 века, когда пал уже Крымское ханство последнее, из осколков Орды, но все равно эта идея же сохранилась. То есть и вот в 90-м году она вышла наружу. И поэтому я вот не верю, что сейчас, спустя там 10-15 лет, вот это все наследие, оно просто так куда-то улетучивается. Нужно просто всколыхнуть у людей, ну вот, заставить их вспомнить, я имею в виду вспомнить вот ментально, да, коллективно-бессознательно все-таки существует. И, наконец, понять, что есть славное прошлое, есть славные подвиги, ратные, так фактически там пол Евразии держали, были законодателями политических мод. А как сейчас так получилось, что мы стали мискинами, стали людьми, которые присмыкаются, которые готовы выполнять любые прихоти большого брата. Ну как так получилось? Вот в чем эта метаморфоза, на твой взгляд? Ну, я хочу сказать, Руслан Бей, что, говоря вот об Академии наук Республики Татарстан, понятно, что она и должна была быть как гуманитарный некий центр, скажем так, гуманитарной мысли, так как точные науки, они все-таки, наверное, больше во владении Казанского научного центра РАН, Российской КНЦР, да. Академии наук, да. Да. Но я просто к чему это заговорил, точнее, о Академии наук Республики Татарстан. Мне кажется, если дело пойдет так дальше, то они не только там какие-то другие атрибуты, они эти академии ликвидируют. Республики Татарстан, Академия наук Республики Башкортостан, потому что примерно понятно это, взгляд понятен Москвы, хоть либералов, хоть чекистов на то, что вроде вот развели там у себя какие-то академии, какая может быть у татар академия, какая может быть у башкир академия, академия может быть только большая, российская. Ну, так скажем, я понимаю, что для простого обывателя, по большому счету, нет никакой до фонаря, так скажем, есть Академия наук Республики или нет этой академии. Кстати, вот тут такой момент, мне кажется, вот это существенно, это не просто игра слов. Помню, у меня был паспорт с вкладышем Татарстана, российский паспорт с вкладышем Татарстана. Потом, правда, в 20 лет уже выдали без вкладыша, то есть уже отменили, скажем так. Да, сейчас не выдают, да, уже. но у меня сохранился вкладыш. Да. И вот всегда мне резало глаза почему-то Татарстан, Республика С. Почему Татарстан, Республика С? У нас есть слово джумхурият, да? Мы, по большому счету, могли всегда использовать слово такое, вернее, название Татарстан джумхурияты. Почему Республика С? Да, вот интересный момент такой. Это не игра слов, это имеет кардинальное значение. Так или иначе, вот это вот русское сознание, оно же извратило даже язык наш. По большому счету, вот это обилие заимствованных русизмов в татарском языке, оно переформатировало наш язык. То есть это уже не тот старотатарский язык, так скажем. Сознание изменилось. При этом пассионарность есть. Я не могу, например, согласиться с тем, что каждый татарин там ходит и заискивает перед Москвой. Очень много у нас и пассионарных людей, и умных людей, и не соглашающихся с курсом Москвы. Другое дело в том, что они не в тренде. Получается, что эти люди не нужны ни в Москве, так скажем, не условно в большой России, ни в Татарстане. Да. И причем Татарстан, Республика С, да, Республика Татарстан. Да.
Да, у меня был первый паспорт такой, второй уже был без этого, потому что запретили уже тогда эту Вот здесь страницу. все написано даже на 2 языках. Казан шәһәре Яңа Савин районы Эчке эшләр идарәсе. Да, да, Туу да. вакыты, туган урыны Ульяновск шәһәре туда-сюда. Все Да, сейчас было, не да. выдают уже такой, да. Запретили. Я помню прекрасно, кстати, у русских же вообще сознание примерно как у американцев. Я вообще всегда находил эти два народа, эти две страны очень похожими друг другу в каких-то вещах при кажущейся внешней несхожести, так скажем. Я помню, был 11-классником в Самаре, пошел в военкомат, показывают этот как раз паспорт со вкладышем на постановке в учет военкомат. И там вот эта тетенька, так скажем, из какой-то самарской деревни, говорит, а вы, говорит, это вообще, говорит, гражданин России, говорит, вы, говорит, из России, говорит, что сюда, говорит, пришли, говорит. То есть она Самара и Татарстан просто, если кто не знает, да, мы напомним своим слушателям, что это два региона России, так скажем, субъекта федерации, которые имеют общую границу. И ты сидишь в Самарской области, работаешь и не знаешь о том, что есть такой соседний субъект Российской Федерации, Республика Татарстан. Вот примерно вот уровень этих людей. Мы не должны, как говорится, к их уровню, так скажем, впадать. Насчет все-таки пассионарности, Руслан, да, я предлагаю вернуться. Естественно, она есть. И в то же время мы должны вот что отметить. Все-таки это очевидная вещь, да, очевидно общеизвестная. Здесь мы Америку не открываем, что, наверное, только благодаря тому, что мы, татары, были всегда мусульманами, и только благодаря исламу нам удалось сохранить свою идентичность, в принципе, сохраниться как нация. Потому что мы не будем как бы называть там какие-то имена, да, конкретные, но знаем множество примеров других народов России, которые были колонизированы Москвой, христианизированы и по большому счету пришли в небытие, так скажем, канули в небытие. То есть ислам, наша религия всегда была стержнем. Даже я понимаю, что, наверное, не большинство абсолютное было там глубоко верующими людьми, может быть, возможно. Но, тем не менее, осознание себя мусульманином, осознание того, что ты не есть часть этой русской церкви, православной церкви, там, ортодоксальной церкви, всех этих Рождеств, Пасх и так далее и тому подобное, я не призываю, как говорится, ни к чему против них, но, тем не менее, осознание своей идентичности, инаковости, так скажем, в отличие от них, всегда было таким стержневым, неким стержнеобразующим моментом, вектором в нашей нации. Я не говорю, что, скажем так, мы не можем, скажем так, и мне кажется, строить на территории там Татарстана, Башкортостана или, я не знаю, Идель, Урала или Кавказа халифат на сегодняшний день. Реалии как бы не позволяют. Я все-таки сторонник такого демократического государства, так скажем, в котором были бы в равной степени представлены и мусульмане, и исламисты, и левые, и правые, и демократы, и кто угодно. И не должно быть это ханство, вот о чем ты говорил, много раз подчеркивал. Не должно быть ханства, естественно. Вот это ханство, оно и привело к тому, что был какой-то монолит, и этот же монолит целиком и полностью неразделенный кинулся в объятия Москвы, сдался. Если бы у нас была бы такая широкая демократия, представленная самым разным, скажем так, спектром политических, религиозных и каких угодно мнений, возможно бы такая быстрая сдача в Москве не состоялась бы, по большому счету. Вот, на мой взгляд, я не знаю. И у нас есть пассионарность, естественно, она есть. Нужно, скажем так, просто выходить из этого состояния комфорта. Еще раз я возвращаюсь к теме. В случае большой войны нас истребят, как истребляли, кстати говоря, не только в этой украинской войне. Да, мы вышли на первое место по потерям, там вместе с Кавказом и Башкортостаном в украинской войне. Но все бы то же самое же было и в других войнах. И во Второй мировой войне, и в Финской, там, и в Первой. Всегда это и в 19 веке. Да.
использовали наш народ в качестве пушечного мяса. У меня всегда, кстати, вот тоже вопрос такой возникал, да, интересный. Почему, вот, условно говоря, во времена взятия Ивана Грозного, Казанского ханства Иваном Грозным, соотношение популяции русских и татар, ну, я думаю, было примерно сопоставимым. Оно не различалось там на порядке, так скажем. И к чему мы пришли сейчас? Там, условно говоря, там татар, ну сколько там, 10 миллионов, наверное, да? Русских как будто бы там, я не знаю, как будто бы 100. Как будто бы 100. Да. То есть на порядок, да, в 10 раз как раз. Ну, за счет стремительной ассимиляции, за счет переписывания. Это как раз и очень важная вещь, связанная с незнанием истории и с тем, что эту историю переписывают и трактуют. Ведь когда у тебя забирают легальное право, говоря о том, что у тебя нет права, в общем-то, в истории, и человек, который, в общем, лишен духовных корней и исторического понимания, он уже и мыслит как имбецил, я извиняюсь. Почему в основном вот идеологами являются люди как бы с историческим образованием, да, то есть потому что как бы они вот умеют связывать очень многие вещи, доносить и обосновывать. Опять-таки, я много раз рассказывал, как Индус Рязакович Тагиров, вот наш известный историк, он был деканом нашего факультета исторического, был первым президентом, ну, председателем на Всемирном конгрессе татар, и он же был заместителем руководителя делегации со стороны Татарстана, когда шли вот эти переговоры о подписании федеративного договора перед этим с Москвой. Хакимов был, а возглавлял делегацию тогда вице-президент, был такой в Татарстане вице-президент Василий Лихачев. Да. Вот. Умер, ну, в общем, он был и сенатором, и представителем Татарстана, России в Европе, в Совете Европы. Так вот, и он рассказывал, Индус Рязакович, так как он специалист как раз по периоду революции и, значит, 20-м годам, он говорит, а там сидят, представляешь, Шахрай, вот Бурбулис и вот эта вот вся гопота сволочная. И мы, говорит, разговариваем, и они, нет у вас никаких прав, ребят. Какой вам суверенный Татарстан? Я, говорит, вытаскиваю один за другим документы о признании советской власти, о декрете, о том, о сём, что вы сами признали. Россия считает себя правопреемницей Советского Союза, да. Соответственно, все эти документы и обязательства она оставляет за собой, оставляет. И он говорит, они не смогли ничего противопоставить, потому что там сидели Шахраи, вот эти бурбулисы, они же были такие, ну, как говорили в Китае, легисты, то есть они юристы были, правоведы. И они все на этом давили. Так что знание истории и понимание того, что наши территории, наши земли, большая часть России, это вообще ордынские земли. Но когда мне говорят, а что вот, что мы можем считать своим, ведь там тоже кто-то жил. Да, кто-то жил, но я отвечаю следующим образом. Тот народ, который в истории себя зафиксировал и оставил богатое наследство, духовное, политическое, и это наследие стало как бы, было украдено. Соответственно, этот народ имеет право восстановить, потому что он не просто пришел на эти земли, там, пускай 1000 лет назад, да, а он эту землю облагородил, он дал ей смысл. И вот в этом плане этот народ имеет право. Имеет право. А то, что когда-то эти пришли, там, колонизовали, уничтожили народы, и на уже существующем фундаменте даже не построили, а они же ничего не строили по факту. Вот если проехать за Сибирь и посмотреть, что там творится, это же мертвые земли. Мертвые земли с такими ресурсами. И давай посмотрим вот эти вот фотографии, наверное, все видели. Значит, Амур, стоит там российский Благовещенск, ни много ни мало областной центр. И на той стороне китайский мегаполис, сверкающий. И здесь бараки такие.
Да, я А, помню, кстати говоря, Руслан Бей, это меня навело на такое воспоминание, да, я когда преподавал в университете, к нам приехала группа преподавателей, так скажем, это, из разных регионов России, я должен был там своей конкретной областью знаний с ними поделиться немного, то есть они на неделю на каникулы приехали в Самару, так скажем. И вот был один из доцентов, был сотрудник вот как раз из Благовещенска. И он мне очень так, мы с ним постояли немного, поговорили, рассказал о их тамошней, так скажем, жизни. Они все ездят лечить зубы даже элементарно, делать УЗИ и так далее. Жители, я имею в виду вот этого Дальнего Востока, Восточной Сибири, в Китай, потому что это в разы дешевле, чем это делать то же самое в России. в бедной России, да, причем. В бедной России. И они говорят, он, помню, мне рассказывает, говорит, для нас Москва, говорит, это по большому счету, говорит, вообще, я там, скорее всего, никогда не был, говорит, и никогда не побываю, говорит. Для нас, говорит, проще съездить в Китай, купить одежду, полечить зубы, запломбировать, там, сделать коронку, сделать УЗИ и вернуться обратно. Это и дешевле, говорит, и качественнее, и прочее, 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 да. Я помню, летел на самолете из Москвы в Новосибирск в 2019 году. И вот когда особенно пролетаешь Западную Сибирь, это же пустота, это пустые земли, которые, скажем так, и так как химик, человек так или иначе контактировавший с людьми, работающими в нефтедобыче, нефтепереработке, я представляю, как эта сфера устроена, они же загаживают эту землю. В России нет экологии. Ну, Я, да. кстати говоря, преподавал экологам несколько лет химию. Я знаю сознание вот этих бедных, я не знаю, 17, 18, 19-летних детей. Они приходят учиться на инженера-эколога. И ты знаешь, Руслан Бей, самое страшное, они вот в 19 лет, то есть я, например, я был довольно-таки светлой натурой, так скажем, идеалистической в 19 лет, а они в 19 лет говорят, наша работа, говорит, не защищать экологию, говорит, а правильно составить бумажки для того, чтобы предприятию не пришлось платить штрафы. Вот подход. Вот Ну, подход, который прививают детям, но это же страшно. Какое будущее может быть у этих земель, у этой страны, вот если 19-летние дети, так скажем, так подходят к своей специальности, на которую они пошли, так скажем, учиться. В России полностью отсутствует экология. Эта страна просто загаженная. В Москве, я вот хочу сказать, я жил в Москве, там же невозможно дышать. Там там очень страшно, да. плохая экология, очень плохая экология. То есть это какой-то химозный смесь химии с этими вот выхлопами, то есть это ужасный воздух, там невозможно жить на самом деле. Я не знаю, как они там живут, коренные москвичи, так скажем. Мне там всегда было плохо, все годы, которые я там находился. Когда я оттуда уезжал, мне в течение 1, 2, 3 дней становилось лучше. Проходили все аллергии, все сыпи там и так далее и тому подобное. То есть это что такое? Это же не место для жизни, это болото. Мало того, что это болото, ну, в прямом, кстати, смысле слова, и в переносном тоже, но извиняюсь за это выражение, это загаженное, засранное болото, да, вот извиняюсь за такую как бы не совсем нормативную лексику. Ты А по знаешь, поводу... ты знаешь, как раз-таки относительно экологии очень важная вещь. Ведь Татарстан тоже нефтеносный, и нефтедобыча и так далее. Ладно, там экология на юго-востоке, ты сам знаешь какая, да, и в Нурлате в том числе. Но давай, если отмотаем чуть-чуть назад. Что делал Советский Союз? Известная авария на Маяке Челябинской области. Место проживания татар и башкир. Фавзия Байрамовна там написала пару книг. Я знаю людей, которые занимались там, вот юристы наши татары. Ездили они в Японию, в общем, вот там. Там до сих пор рождаются дети, обрубки. Знаешь, как у Шаламова есть замечательное стихотворение, которое я люблю. Как прекрасно быть обрубком, очень коротким, без ног и рук и так далее и тому подобное. Да? Ну, вот он проецировал то, что было на Колыме. Там рождаются дети без ног и без рук до сих пор. Обрубки. В прямом смысле обрубки такие. Дальше. Казахстан, Семей.
где проживали казахи, и семей, как известно, компактно там татары проживали и до сих пор проживают, да, там вот мечети строили, и недавно я вот прочитал, что первую каменную мечеть в Казахстане построили татары в 1702 году. И куда ты не возьмешь, везде власть сознательно делала такие испытания или же строила вот всевозможные АЭСы или как там под маяком, по-моему, испытаний было какое-то. Но вот в местах как раз компактного проживания наших народов. Если позволишь, Русланбей, Да. я разовью эту тему, потому что она действительно важна. Да, мы не планировали как бы о ней говорить изначально, но раз мы вышли на эту, как бы, на эту тематику, и я бы сказал пару слов. Во-первых, Челябинская область, МИАС, комбинат «Маяк», да, то есть это была страшнейшая авария. То есть эти радионуклиды, так скажем, выброшены в это пространство, так скажем, в биосферу. Я знал, кстати говоря, будучи подростком, одного тоже моего ровесника. У него он родился просто с дыркой в сердце. То есть у него в клапане сердечном была дырка, так скажем. Он был такой дохлый, худой, еле-еле ходил. Ну, как говорится, не его, да, не его вина, так скажем. Кыштымский карлик. Помнишь, была такая Да, тема? да. Но мы же понимаем прекрасно, что эта власть, неважно, советская ли, российская ли, власть, она специально в этих местах, действительно, где компактно всегда и некомпактно проживали татары, башкиры, то есть это исконно татаро-башкирские земли, так скажем, тюркские земли, да, давай так говорить, даже не будем делить там на татар и башкир, это тюркские земли, построили этот комбинат. Да, тот же Челябинск взять. У меня бабушка много лет жила в Челябинске. Это же страшный город тоже, со страшной экологией, с таким черным небом постоянно, просто это химическое небо, так скажем. Кстати, взять тот же Нурлат. Буквально в 40 или даже по прямой, по-моему, в 20-30 километрах от Нурлата, но уже на территории Ульяновской области, то есть не на территории Татарстана, но это тоже исконно татарские земли, так скажем. Построен известнейший, теперь он принадлежит Росатому, госкорпорации Росатом, еще в советские годы, НИАР, так называемый, точно научно-исследовательский институт атомных реакторов, где производят, кстати говоря, и продают в Европу, в том числе в Америку и по всему миру, изотопы радиоактивных вот этих самых-самых-самых тяжелых металлов, то есть вот этой группы актиноидов, скажем, там, которые там живут доли секунд, какие-то из них, какие-то более стабильные. Там, вот их там синтезируют, чтобы мы понимали, в Димитровграде, то есть на границе с Татарстаном. Мелекес называется на татарском, Мелекес, да, Да, бывший Мелекес, да. И продают по всему миру, ну и в том числе используют и в России, естественно, эти радиоактивные изотопы. То есть это страшнейшая вещь. Я знаю, что в 90-е годы сотрудникам этого института зарплату даже платили в долларах, прям непосредственно валютой долларовой, зеленой наличкой, так скажем. Но, например, вот тоже у меня был друг семьи, его родственника сын родился с дыркой в желудке. Ну, то есть это как бы очень такие... Норма была, да? Да, норма. Это не какие-то, скажем так, отклонения. Потом, ну, по поводу того, что Уфа, что из себя представляет в плане, это тоже зона экологического бедствия. Почему там построили все эти химические комбинаты и так далее. Тоже прекрасно понимаем, чтобы... не центральную Россию же. Да, кстати, вот мы поездим там по Золотому кольцу, если оно довольно-таки чистенькое, это Золотое кольцо. А застраивали такими вредными производствами в основном и Дель-Урал, действительно. То есть из Западной Сибири... да, Казахстан и так далее, да. Из Западной Сибири, из Восточной Сибири они выкачивают ресурсы по большей части, а все эти вредные производства по переработке этих вредных ресурсов они локализовали на территории и Дель-Урала, Казахстана. Насчет Семипалатинска бывшего, нынешнего Семея, да, казахского города, да, там действительно есть этот, скажем так, как же это называется, ну, в общем, полигон был. Испытательный полигон, да, полигон, где, кстати, взрывали и атомное оружие, и ракеты запускают в космос. Так там земли, я вот просто знаю, у меня коллеги этим занимались, они почвы просто, они загрязнены так называемым несимметричным диметилгидрозином.
это очень реакционно способное соединение, то есть оно реагирует со всем, с чем можно, скажем так, со всеми веществами. И по этой причине оно продуцирует большое количество канцерогенов. То есть там Земля просто-напросто пропитана канцерогенами за счет того, что там вот запускали эти ракеты в космос с этих полигонов. И плюс еще проводили испытания ядерного оружия. То есть мы понимаем, что это такое. Когда сейчас Симонян там говорила там несколько месяцев назад, что надо над Восточной Сибирью в небе взорвать ядерную бомбу, чтобы испугать Америку, да, и Запад. Ну, по большому счету, она ничего такого из ряда вон выходящего не сказала, потому что они это уже делали. По большому счету. Они уже это делали. И, кстати, вот я хочу сказать уже, как бы, чтобы не быть только таким негативистом, а то наши слушатели подумают, что мы только критиковать можем, да, надо отдать должное татарстанским властям. Вот насколько я знаю, на нефтехимических производствах, на химических производствах, там в том же Нижнекамске, в Казани, татарские власти очень серьезно вкладывались все-таки всегда в утилизацию, в проблему утилизации отходов. То есть, например, там на трубах, там на каких-то там стоках ставили такие сорбционные, фильтрационные установки и так далее. То есть, действительно, скажем так, пытались снизить негативное влияние на окружающую среду всех этих производств. Чего не делали, надо сказать, те власти, которые там курировались из Москвы. Например, этого нет в Самаре, этого нет, я думаю, в Башкортостане, там, в Волгограде, в Саратове, а татарстанские власти все-таки они заботились об этом. Надо отдать должное им. Так скажем. Да, и это и не в последнюю очередь, если позволишь, связано с тем, что была такая корпорация ТАИФ, Татаро-Американский инвестиционный фонд, который возглавляли сыновья Шаймиева, и вот они многих зарубежных управленцев привозили, которые ставили эти стандарты тоже. Ну и да, я здесь соглашусь, что вот с точки зрения экологии, конечно, за последнее время вперед очень серьезно ушли, потому что, ну, есть понимание просто, ну, загрязненности. На территории того же Альметьевска постоянно происходят, как ты знаешь, небольшие качки, то есть землетрясения, потому что там пустые отвалы природы, их заполняют водой, и, в общем, вот эта вся дрожь земли, по сути говоря, происходит. Экология там не очень хорошая. И опять-таки, помнишь, когда строили Нижнекамский ГЭС и затапливали деревни, вот это еще при Совке было. Очень много бедствий. Ну, например, вот опять возьмем территорию Касимовского ханства, на территории современного Рязани, там отчасти Нижегородской области. Вот город Дзержинск, знаешь, Нижегородской области. Считается самым загрязненным городом Европы. И восточной части Евразии, вернее так, да. Он, по-моему, сейчас на второе место отошел, там китайцы его обогнали. Ну, китайцы можно. Чисто татарские земли. У меня отец оттуда родом. Вот эти саргач-мишарлары, да? Саргачские мишары. То есть сознательно видишь, эти локализации, они неспроста, я более чем убежден. Потому что не дураки-то тоже работали во власти. Примерно расписывали, рассчитывали, что к чему. То же самое, например, на территории Кавказа, Ичкерии. Тоже нефть, то же самое. Заводы загрязненные ставили. И, в общем, эта политика-то и продолжается. Теперь, когда все эти вот либерасня начинают вопить, что у вас ничего нет, хорошо. То, что вы выкачиваете наши ресурсы, это не считается. То, что Советский Союз до 70-х годов кормился нефтью, во-первых, азербайджанской и татарстанско-башкортостанской, вот вся выручка нефтяная была от нас. Вот весь совок держался, по сути, на этих средствах. Потом открыли, да, вот западные месторождения, западносибирские, но и там наши работали, я уж не говорю про то, что и наши земли, и Хантов, и Мансий. Весь совок держался на этом. То, что совок, там нет, некоторые говорят, горлопаны, совок производил там, что он производил? Давай перечислим. Вот там, значит, он производил зерно. Да, правда. У казахов перепахали всю, значит, целину там, сломали весь дренаж. Потом дошло до того, что зерно покупали у злостных америкосов и канадцев.
Да. дошло до того. Я хочу вот что сказать, Русланбей, если позволишь, тоже. Вот чуть-чуть вернуться к предыдущему, да, нашему разговору, предыдущей части, вот не забыл откомментировать по поводу гуманитарной науки. Но надо сказать, ведь гуманитарная наука в таком плачевном состоянии не только в Татарстане, она всегда была в плачевном состоянии в Советском Союзе и в России тоже. По большому счету, гуманитарную науку власть никогда не любила. Она ее рассматривала, наверное, как некое приложение к собственной идеологии, так скажем, как служанку. Да. Они еще более или менее там вкладывались в такие области, как там физика, химия, так как это вроде можно превратить в непосредственную прибыль, так скажем, денежную там или какую, или военную. Но гуманитарная наука для них была всегда, да, как служанка, так скажем. Но понятно, что по отношению к татарстанской, например, татарской гуманитарной науке, истории там и так далее, у них еще более предвзятые отношения. То есть это даже для них хуже, чем, например, там гуманитарная наука российская. Это раз. Ну и еще что. Вот когда ты сказал о том, что глава нынешний гаишник, руководящий Академией наук Республики Татарстан, там говорит, вернее, предъявляет свои требования к сотрудникам. Тут ведь нужно что сказать? Несмотря на то, что Москва имитирует то, что она якобы борется с Западом, она абсолютно все практики, даже измерение продуктивности ученых заимствует с Запада, от той же Америки, Канады и Европы. Только делается это с 10, 15, 20-летним опозданием. Об этом, кстати, несколько лет назад, лет 5 назад, наверное, в своем телеграм-канале очень хорошо писал Камиль Галеев. О том, что вот вы, говорит, посмотрите, то, что сейчас, говорит, модно там у англосаксов, сейчас, говорит, данный непосредственно момент, здесь в России это может, говорит, поноситься как угодно, но, говорит, через 15 лет вы увидите, что это модно станет в России. Это действительно так. И они пытаются измерять российскую науку, естественно, и татарстанскую науку теми же критериями, которыми меряет науку Запад. И причем не бездумно совершенно, они вот эти показатели, которыми мерят точные науки, они перенесли на гуманитарную науку. А в точных науках это как? Это публикации, цитируемость, сколько денег ты принес, там, скажем, сколько ты договоров заключил, грантов выиграл, там деньги, то есть деньги это одно из главных, скажем так, одна из главных метрик. Но нельзя гуманитарную науку измерять этими метриками. Как бы между химией и историей есть громадная, да, скажем так, разница. Хотя весь мир, наверное, един в какой-то мере, бытие, точнее, едино. Но, тем не менее, химия, и нельзя химию измерять и историю одинаковой одной и той же линейкой. Вот. По поводу экологических вот этих вещей мы вот тоже как бы говорили, то, что у меня нет никаких сомнений, то, что это действительно, эти точки выбирались сознательно. У них надо понимать, что в разработке вот этих вот стратегий, так скажем, участвуют очень умные люди. То есть они же тоже там не идиоты, так скажем. Там есть и академики действительно умные, и какие-то политические деятели, так скажем, политтехнологи и прочие товарищи. Вот. А по поводу того, что вот Дзержинск и татарские земли, ну, надо сказать, ведь татарские земли это и Саратов, это и Астрахань, это вся Волга, да, вплоть до Каспия, и Рязань, и на самом деле и Тула, Москва. У меня, например, вот по одной из дедовских линий мы как бы знаем, что предки были выселены из Тульской губернии, они практически уже у Москвы были, на Волгу, в Саратовскую губернию, царем при еще Алексее Михайловиче. Почему? Эта власть никогда не хотела, чтобы татары были рядом к центру. Хаджи Такташ был из Тульской области, это Мишарские земли, да. Да. Они не хотели, чтобы наша нация примыкала к центру. Для них нужны вот эти вот, так скажем, послушные люди из Брянщины, Тульщины, Тверщины и так далее и тому подобное. Поэтому вот, в общем, как-то так. Ну, я вот хотел бы в заключение, Русланбей, сказать, что я вот к нашим слушателям обращаюсь, ну и прежде всего как бы ко всем политически активным нашим милләтчеләргә, милләттәшләребезгә.
Нет, Регаталим, все-таки из чего ты начал весь разговор? Нам нужна концепция, действительно, концепция развития, видение будущего. Она должна быть во многом оппозиционна тому, как себя видит русский мир, а русский мир при всей своей внешней браваде, естественно, себя видит как прислуживатель, служанка, так скажем, западного мира. Это вот много этому примеров, даже начиная там от той же науки, там производства и так далее. Мы знаем, что и в 2000-е, и в 90-е, и в нулевые, и в 10-е они продавали все природные ресурсы Западу, всю Сибирь, и западную, и восточную, и при этом у них не было никаких controversies, да, как говорят, противоречий с Западом до определенных пор. То есть эта власть московская, она абсолютно и целиком продажна. Поэтому у нас мы должны этим плотно заняться, и я считаю, что в этом должны участвовать представители нашей нации самых разных политических воззрений. То есть это, прошу прощения, не обязательно должны быть только, так скажем, представители религиозного дискурса. Это должны быть и левые, и правые, там, и демократы, и все, кто угодно. То есть мы должны выстроить стратегию видения нашей нации, потому что действительно, как ты сказал в начале, без такой стратегии как бы вспомнить о былой пассионарности невозможно. И, конечно, мы должны жить тарихом, историей, да, но, так скажем, невозможно жить только историей. Образ будущего, он порой более важен. Прошу прощения. Вот так вот. Да, здесь я согласен, потому что образ будущего – это не только планирование, это то, что может людей поднять, одухотворить, дать импульс, да. Прошлое, да, оно важно, но вот в соединении с настоящим и с будущим оно дает ту необходимую такой взрывной эффект, который и может стать частью пассионарного взрыва. Вот о чем мы говорим. Что ж, Булатбей, дорогой, спасибо тебе, Бигзур Ахмед. Я попросил, может, наших зрителей, если не сложно, напишите, какие темы вы хотите, чтобы мы тоже подняли отдельно, да, чтобы вот мы не плавали по темам, может, вот вас конкретно что-то интересует, и мы попробуем с этим тоже разбираться, потому что важно и ваше соучастие, и ваша коммуникация к этому приобщение. Ну, а мы будем держать руку на пульсе, будем, да, пожалуйста, Владимир. Да, Рахмат, Русланбей, я единственное хотел добавить, что история устроена так, и вообще провидение, наверное, устроено так. Если мы не посвятим себя возрождению нашей пассионарности, общему делу нашей нации, обретению свободы, субъектности, суверенитета, то в противном случае, если мы откажемся от этого добровольно, скорее всего, случится так, это просто законы провидения, законы истории, что большая история нас сожжет в других каких-то войнах. Если мы не будем бороться за свободу собственную, мы свою свободу, свою жизнь отдадим во имя развития русского мира. Так устроена история, от этого не уйти никому. Есть рок, есть судьба, есть провидение, есть вещи, не зависящие от нас. Комфортом все не ограничивается. Жизнь человечества, конечно, с ума сошло на теме комфорта, да, но никогда человек не был таким, как бы. Есть большая история. Если мы не пожертвуем собой, своей жизнью, я имею в виду, не посвятим свою жизнь ради своей нации, своей свободы, то Путин или его другой какой-то еще более серый преемник просто-напросто сожжет нашу нацию в войне, бессмысленной и ненужной абсолютно нам войне.
А так, очень спасибо. Я солидарен с Русланом Беем. Мы готовы обсуждать различные темы, да. Спасибо за эфир. Саламу алейкум. Валейкум Подписывайтесь, ассалам. пожалуйста. Да, валейкум ассалам, дорогие друзья. Бигзор рахмат сізге. Ирак Китмагис, как говорится, мы всегда рядом, и Аллах берса, иншаллах, дождемся долгожданной свободы. Надо лишь трудиться и немножко прикладывать усилий для этого. Всего доброго и Иншаллах. до новых встреч. Сен сау болыңыз.